Ты чего подглядываешь? Пошли. Догоняй, догоняй. Наверное, вы никогда не бывали в этих местах и не знаете, какие тут случаются удивительные истории. По правде сказать, я и сам, когда в первый раз услышал про них, не сразу поверил, что так оно и было. Ведь это похоже на чудеса. А чудес, как известно, на свете не бывает. Только если подумать, чудеса не чудеса, а удивительное бывает. Хотите убедиться? Давайте побываем в тех местах, о которых мне в школе рассказали мои маленькие друзья. Эх ты, косой! Кто ж так прыгает? Ну, беги, беги скорей! Ты чё, ты чё? Хитрюга! А ну, налетай! Лови! Еще, еще! Ну что, полетал?
Сиди дома. Не высовывайся. Эй, скажи своим птенцам, чтоб сидели тихо. Идем купаться. Идем. Ты что, опять боишься лезть в воду? А ну, ну. Ну что, не утонул? Вот. Ты что, тоже устал? Эх, малыш, да черт ты спать любишь. Сынок. Сын мой. Мама. Здравствуй, мальчик мой. Я так хотел тебя увидеть. И ты приснилась. Приснилась. Мама! Мама! А тебе жалко? Патронов, что ли, мало? Вот у меня был выстрел, представляете? Бью утку, она камнем падает вниз, собака бросается в заросли и приносит кого? Кого, как вы думаете? Ну, утку, конечно. Ни за что не угадаете. Ну так кого же? Да говори, не тяни. Собака приносит орла. И утку. Погоди, погоди. Ты ври, да не завирайся. Откуда он взялся, этот орел? Стрелял-то я из 2 стволов. Это еще что? Вот у меня был случай. Стоит на отвесной скале красавец Джейран. Хватаю свою верную тулку, стреляю. Джейран летит вниз. Ну что такое? Вслед за ним со скалы падает второй Джейран. Так что вы думаете? Моя пуля насквозь прошила одного Джейрана, отскочила от скалы и убила второго тоже. Все вокруг так и ахнули. Это что? Вот со мной случай был? Погоди, погоди. Кажется, дом бакинщика. Узнаем, где переправа. Ноги затекли. Приехали. Чарека, ну что ты в самом деле пылишь прямо в лицо? А чего особенного? Теперь-то мы уже на месте. И если я не подстрелю дюжину джайранов, жена меня на порог не Ну, пустит. дюжину-то ты хватил, и не джайранов, я тебе обещал, а зайцев. Их тьма в этих местах. В общем, насчет куропаток не сомневайся. Раз обещал, значит будут, ты же его знаешь. Ясное дело. Настоящий охотник не может жить без охоты. Вот я, например. Я, друзья, на охоте чувствую себя настоящим царем природы, а не каким там завскладом. Так уж и царем. А мы, значит, его свита. Бакинщик. Бакинщик. Никого нет. Куда же он пропал? А ведь скажите, друзья, что, по-вашему, главное для охотника? Верный глаз. А, Чары? Удача. И твердая рука.
Нет, друзья, самое главное для охотника — это, конечно, храбрость. Вперед! Храбрость. Что же вы? Чучело испугались. Тоже мне охотники. Салам. Мы свои. То есть я свой, они нет. Врешь, и я свой. И я. Может, выпустишь, а? Что ты рычишь на нас? Ты же друг человека. Собачка. Собаченька. Раз ты царь природы, иди первым. Не шути. Иди. Отстаньте! Где же этот проклятый бакинщик? Иди. Ну что ты лаешь? Мы ж не воры. Пап, а ты знаешь, Косой сегодня опять лапу прищемил. Ну, я его отпустил, конечно, отругал как следует. А он ничего, говорит, больше не буду. Все это очень хорошо, сынок. Но в этом году тебе в школу. В город поедешь. Учиться надо. Не поеду. Я сам еще не знаю, как я буду без тебя. Но ведь так тоже нельзя. Ну ты же меня учишь читать и писать. Эй, сынок, читать и писать – это еще очень мало. Пап, что-то Элбарс сегодня нас не встречает. Елбарс. Кажется, бакинщик приехал. Наконец-то. Ну что ты, что ты? Елбарс. Вот видишь, Елбарсом ее зовут. Надо знать, как зовут собаку. Тогда всегда можно с ней договориться. На лбу у нее написано, как ее Елбарс. зовут. А ты попробуй позови. Елбарс. Шал. Дорога. А ну, Елбарс. дай пройти. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу в дом, гости дорогие. Спасибо, мы там уже полдня просидели. По милости вашего дорогого песика. Скажите, как нам переправиться на ту сторону? Там охотиться нельзя. Там заповедник. А нам-то как раз туда и нужно. Мы вас не спрашиваем об этом. Нам надо знать, где у вас здесь переправляются на ту сторону, а там уж мы сами разберемся. Элбарс, лежать! Ты что ж, значит, не знаешь, кто он такой? Это сам заведующий продмагом. Осознал, на кого руку поднимаешь? Так-то. Ну, хорошо. Давай налево. Папа, подожди. Пап, ты им покажешь дорогу, да? Они будут стрелять в наших зверей. Они убьют всех моих животных. Знаю я. Успокойся. У них ружья. Успокойся, Я сам сынок. видел. Ну, Знаю, какие они знаю я. охотники. Ну ладно, поохотитесь вы у меня. А ну-ка, ребята, поживей. А Гюль, проследи, чтобы ничего не забыли на катере. Хорошо, Джерин Халиловна. Мальчики, не надо разбегаться. Изумрудные луга ласты нас встречают добротой вешние поля.
И как ласковая мать нам дары вручает, с детства милая нам всем щедрая земля. Родина, ты словно сад, в том саду мы, как цветы, будем славить песнями красотою мы. Пусть сбываются мечты и надежды всех ребят, расцветай под солнцем дружбы ты. Дживен Халиловна! Ребята, мяч уплыл! Ребята, вернитесь! Там глубоко! А где же мальчик? Наверное, утонул. Замолчи. Утонул. Попал в водоворот. Молодец, малыш. Здравствуйте, дети. Что это за мальчик? А где он так научился плавать? Кто он такой? Он вырос на реке. Фу, черт побери. Опять то же самое. Что такое? Эй, куда целишься? Что я, на куропатку похож? Да ты под выстрел лезешь. Смотреть надо, стрелок. Вот и вся добыча. Кто-то пугает птицу. Никто не пугает. Палишь с испугу вслепую. Что, я виноват? А то я, что ли? Первый выстрел мой. Ишь, молодцы, прицелились. Но хороши. Шофера подстрелите. Кто вас обратно повезет? Вот, держи, стрелок. Смотри. Джайран,
Не стрелять. Живьем возьмем. Ой! Куда? Не отпускай, держи! Ой! Ну, как дела, орлы? Порядок. Ну, что там, Аразжан? Готов мой фазан, а? Пахнет аппетитно. Попробуем. По-моему, готово. Ничего. Годится, есть можно. Но, кажется, соли маловато. Не соли, сапарага, А что? а фазана маловато. А нас Джайран? А? Эх, ты мой вкусненький. Эх, ты мой нежненький. Позволь тебя пригласить на шашлычок. Друзья, он, кажется, согласен пойти к нам на обед. Что ты тянешь? Давай поживее, а то аппетит уже разыгрался. А я что? Шампурчики готовь, будет шашлык. Все-таки, друзья, здесь что-то не то. Джайран самое пугливое на свете животное. Нюхом человека за 3 километра чует. И на тебе, Джайран ни с того ни с сего сам к охотникам подходит. Это как, а? Все правильно, на ловца и зверь бежит. Ну, где твоя шейка? Ой! Мамочки! Убили! Мамочки! Убили! Совсем убили! Застрелили! Что с тобой? Подожди, Арас! Стой! Куда ты? Постой! Подожди, тебе говорят! Убили! Что же это такое? Откуда она могла взяться? С виду как будто похоже на стрелу. Очень похоже. Лежи спокойно, лежи Да спокойно. какая разница, на что похоже? Тащите быстрее! Убери ты свой самопал! Это у тебя самопал. Тащи. Вытаскивайте скорее, скорее! Не могу терпеть! А еще товарищами называетесь! Надо извлечь с помощью хирургической резекции. Операция? Ой, больно! Лежи. Начнем, что ли? Если наконечник железный, да еще покрыт ржавчиной, Ну, тогда все. тогда ты, брат, пропал. Садись ему на шею, начнем. Эй, проклятие! Пошли вы к черту, коновалой! Глупый ты. От мамы удрал, от меня тоже. Что же ты, дурачок, без спроса по лесу бегаешь? Это не порядок. Где Джайран? А? А? Где Джайран? Где? Где мой шашлык? Я вас спрашиваю, олухи! А веревка-то обрезана, ты что, не видишь? Точно срезано чем-то острым. Кто это сделал? Ты, Арас, иди направо, а ты, Чары, налево. Ага. А я здесь поищу. Ну что, Чарега, нашел кого-нибудь? Нет, никого. И я никого. Ой, что такое? Здесь, по-моему, жарился наш фазан. А где же он? Черт возьми, мои импортные кеды. Вот они, понюхай, как Это пахнут. ты предложил разуться. Нет, это ты первый захотел ходить босиком. Нет, ты, да и- А это, А? по-моему, твои туфли. Никогда не видел шашлык из полуботинок. Дело серьезное. В ружье, джигиты. Вот тебе и джигиты. И без ружей остались. Странно все это, что и думать не знаю. Темное дело. А, ничего странного. Что ты нас, как маленьких детей, пугаешь, а? Поесть даже не смогли. Следы. Человеческие следы. Нога маленькая.
А может, шайтаны? Вот они, твои шайтаны. На. Выходит, мальчишки. Так. Куда вы без меня? Стой! Осторожно, ты, тонна, не делай волны. Уйди с кормы, лодку перевернешь. Ишь, брюхо-то отрастил. Какое брюхо? Где? Это мускулы! Мускулы. Я плавать не умею. Чего орешь? Я тоже не умею, а не кричу. Вылезай. Эй, куда пошли? Хотите, чтобы лодку увели? А ну-ка, взяли. Взяли. А ну, веселей, веселей. Ну, плясать будешь или нести? Пяткам горячо. Ровнее. Ты куда? Скорей, скорей. Ищи, раз. Ищи как следует. Может, в землю закопали. Здесь ничего нет. Ищи там. Найдем. Все равно найдем. Извини, Сапарага. Какое вы имеете право хозяйничать в наших палатках? Кто вы такие? Мы... А Раджан, объясни, кто мы такие. Вы спрашиваете, кто мы такие? Да. Где наши ружья? Что? Ружья? Какие ружья? Дяденька, а вы кто такие? Не твое дело, малявка. Цыц. Помолчи. Как вы смели рыться в наших палатках? А кто рылся в нашей палатке? Да подожди, Раджан, сейчас выясню. Да перестань чихать. А почему вы кричите? Я вас спрашиваю. Где наше оружие? Не волнуйся, Раджан. Скажите, а где ваши остальные пионеры? А мы все здесь. Если у вас не двоится в глазах. Тише, дети! Объясните, пожалуйста, в чем дело? Просим вас объяснить, зачем вам понадобились наши ботинки и наши ружья. Может, вы пошутили, но стрелять по живому человеку из лука не очень остроумно. Вы смеетесь, а мы что же должны ходить босиком? А ну давай, чихай быстрее, пойдем. Вы хотя бы извинились. Пошли. Джерин Халиловна, а может, это тот мальчик? Давайте найдем его и защитим от них. Наши ружья! Ружья! Они там наверху, я видел наши ружья! Нет, кажется, это не то дерево. Бедняга говорит от голода. Видения начались, спятил. Все смотрите вверх! Там ружья! Что ты, о чем ты? Ничего не вижу. Вон там, на сучках, глядите. Где? Вон они, наши Где? двухстволки. И твоя, и Сапара, и моя тулка, вон они. Высоко не достать. Главное, что они нашлись, как-нибудь достанем.
где же мальчик? Ребята, вот же он! Ой, смотри-ка, Мальчик, куда ты? Не убегай от нас! Ребята, окружай его! Пусти! Пусти! Ой! Что случилось, дети? Он меня укусил. Прямо как кошка. Еще даже кусается. Послушай-ка, малыш. Ведь они твои друзья. Ну-ка, посмотри на меня. Ну? Ну? Я нечаянно ее укусил. Она уже тебя простила. Мальчик, пойдем с нами играть? Ребята, давайте играть в города. Лучше лазать по деревьям. Нет, в города кто начинает? Я говорю Ашхабад, Дели, Иркутск, Кривой Рог, Гавана, Актюбинск. Ну, Добран, теперь твоя очередь. Ну? Он просто не знает, что надо. Сам ты не знаешь, дубина! Красноводск? Нет. Москва. Полегче. Ухо порвешь. Что ты делаешь, Тирага? Зачем за ухо? Не можешь за сучок держаться. Не видишь, упереться не во что. Не ворчи. Сам держишься, а я падай. Я с детства боюсь высоты. Подставь плечо. Дай опереться-то. Ну, вот так. Ну, вы как хотите, а я ухожу. Куда ты? Попробуй только двинуться. Не крутись. Я же упаду, разобьюсь насмерть. Что ты весь трясешься? Говорю тебе, не удержусь. Я трясусь от того, что вспомнил смешной анекдот. Ты что, смехнулся? Нашел время анекдоты вспоминать. Ой, ой, сил моих нет. Ты перестанешь смеяться. Никогда в жизни не слышал более идиотского смеха. Ты что, бросаешь товарища в беде? А где твоя сознательность? Не могу. Ах ты какой! Вернись! Раз! Из-за этого толстяка мы когда-нибудь пропадем. Может, спилить это дерево? Ах, если бы нам соорудить какую-нибудь лестницу, хотя бы веревочную. А где ее взять?
Ты что, за мной следишь? Очень ты мне нужен. А это что такое? Ты про что? Ну вот сейчас было. А что сейчас было? А, ты про Машку? Ее зовут Машка? Да, А ты можешь еще позвать кого-нибудь? конечно. Только они тебя будут бояться. Отойди подальше. Ладно. Хватит! Дальше, дальше. Спрячься и не шевелись. Иди ко мне, иди сюда. Мой маленький. Держи, держи его, пожалуйста. Я тоже хочу потрогать. Ну что же ты? Ты его так напугала, теперь он целый час будет бежать без оглядки. Зачем? Ну зачем ты его отпустил? Мне так хотелось погладить. Кто это был? Настоящий Джеран? Ну кто же еще? И вы с ним дружите? Да. И он тебя совсем не боится? Нет, А у него есть мама? конечно. А ты маму тоже можешь позвать? Могу. И она придет? Угу. А если я тоже пощелкаю языком, как ты? Ну ладно, пойдем, я тебе еще что-то покажу. Хорошо спилили. Ровненько. Мое ружьецо. Ах, Вот ты она моя ручки. двустволочка, целая и невредима. Новенькая, как из магазина. Даже стволы не запылились. Тише. А ты ни с одной девочкой не дружил? Нет, И тебе не скучно было? нет. Значит, ты настоящий Маугли. Это еще что за зверь? Маугли мой самый любимый герой, Валентина Терешкова. Она самая красивая. Ты что так на меня смотришь? Косички у тебя ничего. Хочешь дернуть? На! Ну что же ты не дергаешь? Змея! Не шевелись, замри. Вот видишь, ушла. А у тебя давно нет мамы? Давно, целый год. А хочешь, я с тобой буду дружить? Ага, а с моими зверушками тоже? Да.
Тогда ладно. Давай на перегонки. Давай. Смотри-ка, он заснул. Дремлет, как будто бы уже казан плова съел. Эй, в лодке, проснись! С ума сошли? Крупной клевать начала. Это ты носом клюешь. Ну, с тобой ухи не сваришь, а мы пошли силки ставить. Плавай, плавай хоть до утра, а мы уходим. Ай! Акула! Какая акула? Что он бредит? Кто его знает, кричит же акула. Акула! Спасите! Бери веревку. Тащите скорее, чуть ногу не оторвало. Держись. Еще. Давай руку. Скорей. А вот и они. Да, много-много нарвал. О, молодцы. Сколько насобирали. Ну-ка, ну-ка, посмотрим ваше богатство. Это Давран нашел. Неужели? Ну, молодчина. Джерин Халиловна, смотрите, это же Сарсазан, правда? Ну да. А вот Городжа-Черкес. А это... Постойте, где вы это сорвали? Давран все места знает. Редкое лекарственное растение. Просто молодцы. Ребята, идите все сюда. Посмотрите, что они принесли. Это редкое лекарственное растение. Вот, принимай. А это для Даврана. Спасибо. Будь здоров. До свидания. Хорошо у вас тут, весело. У нас всегда так. А почему бы вам не переехать в город? Ведь мальчику надо учиться. Да, это так. Но как уехать? Я должен зажигать бакины на реке. Каждый вечер. Людям они нужны. Да-да, понимаю. Тогда отпустите Даврана с нами в интернат. Он здесь на природе, это, конечно, хорошо. Но ведь ему учиться надо. Что я могу сказать? Он один у меня. Как расстаться? Хотя я все понимаю. Ну как, сынок, нравился концерт? Да. Вот он какой у вас. Сильный, ловкий. А учиться все равно надо. Это тебе. Маугли. Давран! Давран! Я пойду, папа. Иди, сынок. Послушай, Давран, мы хотим пойти с тобой. Ладно, пошли. Куда ты, туда и мы. Я тоже понимаю вас. И все-таки рано или поздно вам придется расстаться. Да-да, это так. Так почему же вам не воспользоваться этим случаем? Мы возьмем его с собой. Мальчик он хороший, ребятам понравился. Идите сюда. Вот здесь. Видишь? Что это такое? Капкан. Капкан?
капкан. Бери с той стороны, а я с этой. Джейран. Держи его. Раз. Хорошо. Добран, а мы нашли еще 2 капкана. Где? Вон там. Пошли. Добро. Давай. Куда вы уходили? Меня ругали из-за вас. А мы капканы ставили. Нам Добран сказал, что здесь вредные животные водятся. Пап, ты проснулся? А я еще и не ложился совсем. Я-то думал, что ты уже 3-й сон видишь. Ах ты обманщик! А знаешь, сынок, тебе надо ехать. Учиться надо. Я не хочу уезжать от тебя. Мне здесь хорошо. Ну как же? Ты же должен стать образованным человеком. Но я никогда не жил без тебя. Что делать, родной? Это жизнь. Да. Наверное, птицам нелегко, когда улетает птенец. Не хочу без тебя.
Ну, Орлой, пора подниматься, хватит спать. Орлам бы теперь хорошо по куску мяса. А я бы сейчас, пожалуй, лягушку съел, только ведь и лягушку где-то поймать надо. Да, в здоровом теле здоровый аппетит. Тут, как говорится, выбирать не приходится. Вторые сутки без еды. Пойду проверю капканы. Может, кто с дуру и попался. Счастливый ты человек. В школу тебе не надо. Прилетайте ко мне в школу. Ну что, грустно тебе? А мне, думаешь, нет? Пока с нами не сыграли еще какую-нибудь шутку, надо выбираться из этого проклятого леса. Поедем на машине в степь, найдем стадо джейранов, стрелять будем прямо с машины. Вот это будет охота. Нет, я только домой. Нам бы еще найти этого негодяя. Не падай духом, Таразджан. Для охотника самое важное что? Хорошее настроение. Вот смотри, чары веселый какой. Ничего себе веселый. Баллоны спустили все 4. Вай. Ничего себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Что будем делать? Как домой доберемся? Пока я не найду этого сорванца, никуда отсюда не поеду. А вы как хотите. И морока мне с вами. То заяц ногу прищемил, то птенец из гнезда выпал. Ну, а теперь вот ты от мамы отстал. Ну, иди. Вот он. Хватайте его. Мамочки. Пропали. Молодец, здорово ты их напугал. Эх ты! Плыви! Плыви!
Он не кусается. Идите сюда. Да не бойтесь, ребята, я вам его покажу. Что такое? Что здесь происходит? А Давран хищников не боится. И ты сам взял его из логова? Да. Что? Я никогда не вру. Джарен Халиловна! Джарен Халиловна! Вы слышите? Никуда не пускайте детей. А где Давран? Он взял своего звереныша и ушел домой. Какого звереныша? Мы с Давраном пошли по берегу, а потом он поплыл. Куда? Вон туда. Надо вернуть Даврана. Сколько раз я ему говорил, чтобы он не заходил так далеко в заповедник. Вот он! Вот он! Давран! Сынок! Давран! Давран! Вернись! Если она подойдет близко, стреляйте! Как твоя мама разрычалась. Ну, иди. Иди к своей маме. Иди. Давай руку. Ну, вот так. Разве так можно? Садись сюда. Вот видите? Ну что мне с ним делать? Ничего, сынок. Скоро ты приедешь на каникулы. Не вешай носа. Ты тоже, папа, не вешай нос. Ну, Давран, пора. На, Элбас. До свидания. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Спасибо, Джарен Халиловна. Спасибо вам. Так вы присмотрите за ним. Вы знаете, какой он? Конечно. До свидания. До свидания. До свидания, сынок. Жду тебя. До свидания, папа. До свидания. Расцветай под солнцем дружбы ты. Соберем большой букет, символ дружбы нашей, будут в нем цвета земли, неба и морей. Верим, будет край родной, с каждым днем все краше, потому что краше нет Родины моей. Родина, ты словно сад, в том саду мы как цветы, будем славить песнями красу.
под солнцем дружбы ты. Вы подумайте только, как трудно расстаться с отцом, который тебя учил. Расстаться с лесными друзьями. Еще хоть недельку, еще хоть 2 дня, а потом... Потом надо уметь расстаться, хотя и тяжело. Ты что, Добран? Ничего, просто жарко. Ты видела их на берегу? Видела. Так вот, они меня ждут. А ты ведь на каникулы приедешь? Ну, на каникулы. Это ведь не очень скоро. Когда они еще будут? Передай ребятам, скоро увидимся. Смотрите! Куда он? Куда же он? Бросайте круг! Скорее, скорее, круг! Он утонет! Такой не утонет. Да, не утонет. Смотри, хорошо плавает, как рыба. Вон она. Не надо, не надо. Его не остановишь. Ничего. Все равно придет к нам. Добран, приезжай к нам, мы тебя ждем. Добран! Наверное, это самое удивительное во всей истории. Неужели Довран не поехал учиться? Поехал. Чуть позже, а поехал. И не один. Он привел в город своих друзей, дружную компанию зверюшек и птиц. Но это уже совсем другая история.